Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Национальный проект «Производительность труда» нацелен на повышение качества работы любого предприятия. На сегодня существует множество инструментов, которые могут помочь достичь желаемых результатов. Региональный центр компетенции в сфере производительности труда появился в Якутии в 2019 году. Центр оказывает консультационную поддержку предприятий по повышению производительности труда. Какие результаты достигнуты за 3 года деятельности центра? Гость студии Егор Петров, руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Саха-Якутия. Егор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие цели у нас проекта «Производительность труда»? У нас проекта «Производительность труда» самая главная цель — это добиться 5% прироста производительности труда на крупных и средних предприятиях несырьевых отраслей экономики к 2024 году. Он состоит из 2 федеральных проектов. Это адресная поддержка, непосредственная работа экспертов центров компетенций на предприятиях и системные меры. Это меры различного стимулирования, снижение административных барьеров, снижение регуляторной нагрузки и переподготовка кадров, а также выход на экспортные рынки. В рабочий процесс прочно вошло понятие «бережливое производство». Вот в чем его суть? Да. Бережливое производство — это концепция управления, основанная на идеях производственной системы компании Toyota. Если упростить его суть, но свести к минимуму, это производить как можно больше качественной продукции, затратив как можно меньше усилий, ресурсов и времени. Для начала нужно понять, в чем ценность продукта для потребителя, и затем определить, какие наши действия создают ценность эту, какие не создают, но они все равно необходимы, а какие вообще являются потерями. Вот если привести пример из жизни, допустим, вы идете в магазин, при походе в магазин ценность создает только непосредственно процесс оплаты от покупки товара. Когда вы идете в магазин, это необходимая вещь, но от нее хотелось бы избавиться. А если вы стоите в очереди в кассу или там ходите по магазину в поисках товара, заблудились, это вообще ненужные потери. А из каких этапов состоит вот этот процесс бережливого производства? Из каких этапов состоит процесс бережливого производства? Ну, процесс бережливого производства, он непрерывный. Там нет как таковых этапов. Если говорить о нашем проекте, то он реализуется в 3 этапа. Первый — это 3 месяца у нас стадия диагностики. Мы совместно с предприятием проходим весь путь создания продукта. От сырья, от склада до склада готовой продукции. Мы смотрим, сколько времени занимает производство продукции, какой там уровень запасов, какие есть этапы передела, насколько люди вовлечены. Затем ищем все эти проблемы, потери на этом этапе и составляем план мероприятий по ликвидации этих проблем. На 2-м этапе у нас идет внедрение предприятия. Забыл отметить, что на 1-м этапе у нас эксперт регионального центра компетенций 3 года находится на предприятии. То есть постоянно Нет, не 3 года, я почти, извините. 3 дня или 4 дня в неделю находится на предприятии. Постоянно. Находится вместе с рабочей группой, работает. Затем на 2-м этапе, на этапе внедрения, у нас эксперт РЦК ходит на предприятие 1 раз в неделю, смотрит, как предприятие реализует план мероприятий, который был разработан ранее. По необходимости помогает, координирует, контролирует, вот это все. И 3-й этап — это этап тиражирования, когда уже предприятие 2,5 года самостоятельно инициирует новые проекты и отчитывается ежегодно о результатах, насколько у них повысилась производительность труда. Конечно, если есть необходимость, они нам звонят, пишут, мы приходим и помогаем. То есть связь постоянно поддерживается? Связь постоянно поддерживается. Также хотелось бы немножко вас поправить. У нас наш региональный центр компетенций был создан в 2021 году. Да, и мы начали активно работать на предприятиях вот с этого года. Сейчас у нас первые 6 проектов идут. Ну и как первые успехи какие можете отметить? На тех предприятиях, в которых мы работаем, в принципе, отмечена положительная динамика. Я могу как пример привести Якутскую птицефабрику. Якутская птицефабрика вообще у нас один из флагманов бережливого производства. Они еще с 2020 года начали внедрять эту систему у себя. Мы работаем у них на кормоцехе, там положительная динамика есть. Точные результаты я пока сказать не могу, потому что итоги, проект еще не закрылся. Ну а вообще зачем предприятиям вступать в этот нацпроект? Потому что это повысит их конкурентоспособность и устойчивость.
Участие в нацпроекте позволит снизить себестоимость за счет того, что у них меньше запасов будет затрачиваться, меньше будет замороженных денег в потоке. У них увеличится выручка за счет того, что производят больше продукции, больше продают, больше выручка у них. И коллектив у них поймет, что такое бережливое производство, начнет по-другому относиться к своему рабочему месту, к рабочему процессу. Ну, в целом культура бережливости будет возрождена. А каким критериям должны соответствовать предприятия для участия в проекте? Критерий всего 3. Это выручка от 400 миллионов рублей. Во-вторых, предприятие должно относиться к базовым несырьевым отраслям, так сказать, приоритетные отрасли. Это у нас сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и обрабатывающее производство. А также третий критерий, он тоже есть. Доля иностранного капитала в уставном капитале предприятия не более 50%. А у вас работает еще программа обучения по льготным кредитам. Может, вы скажете об этом? Да. Есть такое предприятие. Участники нацпроекта могут пройти программу переподготовки управленческих кадров лидеров производительности. Это программа подготовки, как я сказал, управленческих кадров высшего и среднего звена, топ-менеджеры, начальники подразделений. И достаточно интересная программа, дается очень много практики, очень много практических кейсов. Реализуется она в Всероссийской академии внешней торговли. Сами мы там не учились, к сожалению, нас туда не пускают, только предприятия-участники. Но по отзывам тех коллег, которые прошли это обучение, программа действительно полезна, она помогла им увидеть новые какие-то ориентиры, помогла по-новому как-то выстроить свою бизнес-модель. Вот. И есть еще льготные займы Фонда развития промышленности. Это для тех предприятий, которые завершили уже свой проект, они могут получить целевой займ для развития своей производственной системы. Условия там достаточно щадящие, 1% ставка, сумма до 300 миллионов, срок кредита до 5 лет. Ну, вернемся к бережливому производству. Вы сказали, что участвуют 6 предприятий. Ну, а вообще сколько предприятий планируете включить в эту программу? До 2024 года мы планируем вовлечь 18 предприятий. Сейчас рассматривается вариант того, чтобы продлить нацпроект дальше. Пока что рассматривается 2025 год. С учетом 2025 будет 24 предприятия. Угу. Ну и вообще, как реализуется проект? В чем заключается непосредственно работа экспертов центра? Вот как я сказал, мы, получается, вместе с предприятием проходим весь путь реализации. Мы смотрим, начиная от склада. В первую очередь мы, конечно же, обучаем. Мы собираем рабочую группу на предприятии. Это у нас, как правило, от 3 до 5 человек. Они большую часть времени, вот в течение первых 3 месяцев, должны посвящать проекту. Также вовлекаются представители других подразделений, которые нам нужны, но они к проекту непосредственно будут привлекаться по необходимости, время от времени. И в первую очередь мы обучаем вот эту рабочую группу, чтобы люди понимали, с чем вообще работать, знали наши инструменты. Затем мы идем по всему потоку, производственный поток у нас называют, поток, да? Мы идем по потоку, и мы сначала картируем этот поток, смотрим, откуда идет, куда идет, сколько людей участвует, какие запасы участвуют. Все картируем, и с помощью этого уже ищем какие-то проблемы. Применяем другие инструменты, но сейчас я о них не буду распространяться. Это достаточно долгая тема. Ну вот вы сказали, что планируете включить в проект 18 предприятий. Но вообще, если, например, предприятие хочет участвовать в этом проекте, где может узнать информацию подробную об участии? Каким образом сможет участвовать? Может к вам обратиться? Есть сайт нашего регионального центра компетенции «Производительность 14.рф». На нем информация дана о наших предприятиях-участниках, о условиях проекта в целом, ну и о нас. Но также есть сайт производительность.рф, это общий сайт Федерального центра компетенций, операторов федерального проекта «Адресная поддержка». И вот на этом сайте можно как раз-таки узнать более подробную информацию, подать заявку об участии. Кстати, я призываю всех работников, всех предприятий, независимо от того, в какой отрасли они работают, какой объем выручки, зайти на сайт производительность.рф и зарегистрироваться в нем. Регистрация ни к чему не обязывает, но там есть достаточно много полезной информации. Есть типовые практики, лучшие решения по отрасли, есть
какие-то отраслевые исследования, есть методические материалы по бережливому производству. Может, кто-то самостоятельно начнет изучать, самостоятельно что-то начнет внедрять. Вот. Но вообще проект «Бережливое производство» может ли подразумевать сокращение, например, кадров, работников на производстве? Нет, нет. Сокращение работников — это не цель нашего проекта. Цель проекта в том, чтобы сократить лишние операции, да, и за счет этого уменьшить объем расходов и увеличить объем выработки. Если говорить о результатах участия, вот результат наших проектов мы пока еще не подвели, не закрыли, но в среднем, допустим, за 2021 год производительность труда выросла на 12% в предприятиях участников. Например, да? При плане в 5, а в среднем по отрасли было 6% роста, а у них выросло на 12%. Время протекания процесса, это время, за которое изготавливается продукт, уменьшилось на 39%. То есть практически в 2 раза быстрее предприятия начали изготавливать свою продукцию. И выработка на одного работника увеличилась в 1,5 раза. Вот. То есть предприятие экономит не за счет сокращения людей, а за счет увеличения своей выручки и за счет сокращения ненужных затрат на запасы какие-то, на излишние перемещения и так далее. Действительно, цифры говорят сами за себя. Насколько этот проект затратный вообще для предприятий, каких ресурсов он требует? Предприятия-участники участвуют у нас в проекте абсолютно бесплатно. Для них финансовых каких-то обязательств никаких нет. Мы единственный ресурс, который просим у предприятий, наверное, это самый ценный ресурс на самом деле, это человеческий ресурс. Мы собираем у них людей, ну, условно сказать, забираем людей у них на какое-то время, чтобы они работали в составе рабочей группы, и они какую-то часть своего рабочего времени посвящают проекту. Не все предприятия на это готовы пойти сейчас. Ну и в целом, конечно, мы понимаем, работы всегда у всех много, всегда есть текучка, всегда люди зашиваются. Но надо понимать, что затратив некоторое количество времени сейчас на проект, можно его с лихвой окупить в будущем. Я уже привел средние результаты по отрасли. Вот в 2 раза быстрее производить продукцию, к примеру, за счет того, что 3 месяца люди были отвлечены. Хорошо? Хорошо. Ну и плюс ко всему, возможно, какое-то повышение, может быть, квалификации у работников, появляются новые знания. То есть да, тоже не конечно, будет лишним. появляются новые знания. Может быть, какие-то меры нематериального стимулирования по такому проекту. Команда заряжается. У нас еще есть такое мероприятие, как фабрика процессов. Это производственная учебная площадка, в которой имитируется реальный производственный процесс, и участники фабрики проводят 3 игровых рабочих смены и выстраивают свою линию производственную. После участия в фабрике вот команда, видно, что она немножко по-другому начинает смотреть на проект. Люди приходят сначала, говорят, что зачем, бережливое производство не нужно, непонятно, и так жили, и будем жить. Но тут лучше применить, наверное, не жили богато, не будем и начинать. Потому что люди приходят, видят, как из хаоса, ну там у нас на фабрике искусственно создан хаос, но как из хаоса можно выстроить реально рабочую цепочку, и они понимают, что да, действительно от них все зависит, от работников, и они могут повлиять, и нужно что-то менять, и нельзя так жить дальше. Ну что ж, Егор Сергеевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов, ну и успешной реализации ваших проектов. Вам спасибо, что позвали. Ну я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.